Мы сейчас как раз находимся в том месте, где рождаются наши куколки. В этих стенах приходят нам идеи на новые проекты, на новые дизайны платьев, платков. И как раз сегодня я хотела вам показать, как это все происходит. Если речь идет о наряде куклы, то наряд куклы, он рождается в процессе его создания. То есть нет никакой заранее идеи создания там, конкретной модели, конкретного дизайна наряда. Он рождается во время его шитья. То есть какая ткань лучше подходит к этой кукле, какой цвет платка подходит к этому платью, какой лучше подобрать кружево, цвет ниток, дизайн. Я идейный вдохновитель. То есть куклы — это мой личный проект, я его придумала, я организовываю все процессы, поиск швей, поиск расходных материалов, помещений, реклама, маркетинг — это все от меня. В команде есть еще моя мама, она у меня швея, она шьет суперские наряды, мы шутливо называем ее креативным директором, то есть если какие-то идут новые фасоны платьев, жилетов для кукол, хиджабов, то это все идеи моей мамы. Нюансов на самом деле их не так много. Чаще всего мы сталкиваемся с тем, что ткань, например, прозрачная, приходится там дошивать подъюбник, это не всегда видно, когда ткань в рулоне, а когда начинаешь раскраивать, даже более того, когда уже одеваешь на куклу, оказывается, что, например, выделяются какие-то пропорции тела или ткань прозрачная просвечивает там нижнее белье, приходится такие моменты сразу заделывать, либо делать дополнительные юбки какие-то, либо подбирать другую ткань. У нас есть вязаные куклы, их стоимость 2200, там есть небольшие. Куклы «Моя Амина», которые говорящие, читающие Коран, их стоимость от 3000 рублей, в зависимости от наряда. Есть свадебные шикарные наряды, эксклюзивные, там расшиты бисером, стразами Сваровски, они уже подороже идут. Повторяй за мной. Когда проснешься, скажи «Альхамду лиллахи лази ахьяна ба'дама аматана ва илейхи нушур». Перед едой нужно сказать «Аллахумма барик лана фиhi ва ат'имна хайран минху». Есть маленькие вязаные куколки ручной работы полностью, они без лица. Некоторые мусульмане предпочитают кукол без лица, поэтому такое тоже в ассортименте есть. У нас еще есть несколько интересных проектов, но я пока про них не скажу. В принципе, я уже говорила, мне все дается легко. Как Всевышний мне все дает без проблем. Поэтому я не могу сказать, что какая-то прям есть цена, чем-то я жертвую. Но у меня есть постоянное чувство того, что где-то еще есть какой-то проект или есть какая-то проблема, которую еще нужно решить, и я чувствую свою ответственность за решение этой проблемы. Вот такая цена успеха. И в конце, по традиции, я хотела бы провести небольшой блиц-опрос. Большая просьба отвечать, не раздумывая, на эти вопросы. Качества, которые вы больше всего цените в мужчине? Умение услышать свою женщину, умение ее поддержать. Это главное для мужчин, на мой взгляд. Ваши любимые герои в реальной жизни? Честно, вот положа руку на сердце, любимые герои — это у меня Рустам Нургалиевич Миниханов и Ментимер Шарипович Джамиев. Это действительно настолько крутые люди. Они столько всего сделали для республики нашей, столько
от них можно черпать вдохновение. Ну, альхамдулилля, это очень большой вклад в развитие Татарстана. Я действительно очень горжусь, что я живу в этой республике, и такие у нас лидеры. Кстати, к слову сказать, призыв Рустама Нургалиевича к сохранению татарского языка, татарских культурных ценностей меня вдохновил еще на один проект. Уже, иншаллах, к Рамадану у нас выйдет новая кукла татарка. Больше ничего не скажу. Тоже этот, иншаллах, будет очень интересный проект. Поэтому жду следующее интервью уже с новой куклой. Эйза, спасибо вам большое за сегодняшнюю нашу беседу. Я думаю, многие женщины услышали вас, себя и получили поддержку. Иншаллах. Была рада быть полезной. И большое спасибо за приглашение. Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум.